Меня зовут Ерхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». На татарстанского журналиста Рамиса Латыпова, который объездил приграничные с Татарстаном деревни Башкортостана, решил напрыгнуть блогер и герой одного из наших предыдущих выпусков на канале «Татары мира» Ильяс Батыргариев. Мы о нем подробно рассказывали еще 7 апреля 2021 года. В просторах Ютуба появился блогер из Башкортостана, ориентированный лицом к башкирским этномиссионерам-ассимиляторам, ну и, понятное дело, соответственно, противоположной стороной к татарскому населению Башкортостана. Знакомьтесь, перед вами так себе певец, также неудавшийся журналист Ильяс Батыргариев. Свои видео о татарах Башкортостана он гордо называет «Батыр-шоу». Воу-воу-воу-воу, давайте полегче. О непростом поиске своей профессиональной самореализации Ильясом Батыргариевым, который успел поработать, например, на московский офис татарстанской телекомпании ТНВ, вы также можете узнать из нашего видеоролика. Здесь на экране всплывет ссылка. Также ссылка будет размещена в описании под видео. Итак, пухлощекий ТНВшный журналист-перевертыш Ильяс Батыргариев решил, значит, раскритиковать работу Рамиса Латыпова. Татарстанский журналист честно посетил все 10 деревень Башкортостана, которые граничат с Татарстаном. Пообщался с простыми местными жителями этих деревень. Посетил даже кладбище деревни Князилка в поисках башкир. Нашел там лишь похороненных крещенных татар и удмуртов с русскими именами и фамилиями. Хотя деревня по официальным данным считается башкирской. И вот наш пухлощекий герой Кефиргариев ставит под вопрос, а правильно ли сделал Рамис Латыпов, что опросил простых селян, простых жителей деревень, мол, кем они являются по национальности. А я напомню, что Рамису Латыпову все ответили, что они татары, но переписанные в башкиры. И вот пухлощекий журналист тоже задается задачей поговорить с местным населением и расспросить местных жителей, кто же они по национальности. Давайте сейчас пройдемся и пообщаемся с живыми, настоящими людьми, кто живет в самом Исенбаево. Еще раз напомню, Рамис Латыпов посетил 10 деревень и везде пообщался с местными жителями. А вот наш Кефиргариев толком местных жителей деревни Исянбаева, например, и не застал. Хотя нет, ровно одного целого жителя Исянбаева он застал. Вот, знакомьтесь, это Раухат Минязов. Батыргариев спрашивает у Минязова стандартный для этномиссионеров набор вопросов, а именно, башкорт ли он, родной ли у него северо-западный диалект башкирского языка. В общем, для нас особо ничего интересного. Но пухлощекий блогер, абсолютно нетронутый, оставляет другие стороны личности нашего героя Минязова. А нам интересно узнать, что же за северо-западный башкир объявился в деревне Исянбаева Илишевского района. Вбив его имя и фамилию в гугле, мы выясняем очень интересную информацию о личности Раухата Минязова. Оказывается, герой нашего пухлощекого Батыра – обычный депутат Исянбайского сельского совета и член Единой России. Знаете, мы прекрасно понимаем, как сегодня татарам Башкортостана не просто в публичной политике своей же республики. Также не просто быть и общественником-татарином, тем более в районных и сельских местностях. Не просто в Башкирии быть и татарином, например, и в то же время заниматься каких-нибудь в академических структурах и организациях научным исследованием истории татар и популяризацией этой истории. Также крайне сложно в Башкортостане, например, заниматься популяризацией татарского языка. За это сразу могут послать в Казань, например. Поэтому мы прекрасно понимаем школьных учителей, директоров районных домов культуры, районных библиотек, музеев, служащих и работающих в районных администрациях и сельсоветах татар, которые либо из-за давления, либо из-за каких-то своих корыстных карьерных целей становятся практически этническими флюгерами. Мы, конечно, не можем указывать Раухату Минязову, кем он должен быть на самом деле по национальности. Может, он действительно башкир,
кто знает, что происходит в его голове. Но он все-таки человек системы. Человек, вхожий в кабинеты администрации Илишевского района, причем даже в местное отделение «Единой России». Такие, как он, люди в основном живут указами и директивами своих вышестоящих начальников. Поэтому у нас есть больше сомнения, а искренне ли в своей позиции Рохат Минязов. Ну а пухлощекий экс-ТНВшник Батыргариев, ну вот вообще никак не опроверг доводы Рамиса Латыпова. Рамис-то с простыми людьми общался, которые свободны и сами властвуют над своей совестью. Если выражают свою этническую идентичность, то честно и искренне. В деревне Исянбаево Батыргариев еще повстречался с местной учительницей русского языка и литературы Нурьей Зариповой. Правда, говорит она весьма странный аргумент, что так как она учительница русского языка и литературы, то от этого она не стала русской, поэтому она башкирка. Ну ладно, про учителей нам тоже все понятно. Эти люди подневольные. У них есть начальство в виде директора школы, который, наверное, еще в одной партии с Архатом Минязовым состоит. В общем, представляете, какая схема получается, что вояж по татарским деревням Рамиса Латыпова навел шороху в головах уфимских стратегов и мародеров. И те в истерике стали выходить на кураторов «Единой России» в северо-западных районах Башкортостана, чтобы им срочно подыскали каких-нибудь бумажных башкир-единороссов. Странно, что пухлощекому Батыргариеву не смогли предоставить северо-западных башкир-единороссов в других 9 деревнях, где побывал татарстанский журналист Рамис Латыпов. Или это не странно, а вполне закономерно и логично? Но мы задаемся вопросом, а кем на самом деле являются вот эти северо-западные башкиры? Ведь о них нам публично на площадках организации «Біз Башкортлар» рассказывают. Напомню, что организация «Біз Башкортлар» является дочерней структурой Всемирного Курултая Башкир и создана специально перед переписью, чтобы, так сказать, показать, мол, вот, смотрите, есть целая общественная организация, а значит и северо-западные башкиры тоже существуют. Эту организацию возглавляет Радик Бахтиев, один из авторов серии книг «История башкирских родов». Ну и прислужник этих самых этномародеров Малевичи. Мы давно следим за присутствием в соцсетях проекта «Біз Башкортлар». У них на YouTube-канале есть серия видеоинтервью с некими северо-западными башкирами. Всего было опрошено 17 человек. Видеоинтервью с ними сделаны скучно и под штамповку. Задается вопрос о том, мол, подвергались ли эти люди или их предки и родственники татаризации, например, является ли их родным языком северо-западный диалект башкирского языка, как они в себе, будучи еще татарами, открыли башкира. Как только прочитали книгу, между прочим, из серии «История башкирских родов». Но нам абсолютно никакой информации они не дают, эти «Біз Башкортлар». Что же за это люди такие? Нам никак не объясняют, а почему мы должны доверять этим людям? А может, этих людей после правильных ответов на вопросы ждет, например, шелестящий или вкусный подарок после интервью? В общем, мы установили личности большинства этих так называемых северо-западных башкир. Не всех, конечно. Некоторые люди нам так и остались нераскрытыми. Но среди тех, кого мы проверили, о чудо, есть члены партии «Единая Россия». Неужели для вступления в «Единую Россию» в Башкортостане нужно обязательно назваться башкиром? Первое интервью «Біз Башкортларцам» дала некая Людмила Бахтиева, которая из рода Гарай, села Новооктанышбаш Краснокамского района. Мы особо какой-то интересной информации о Людмиле Бахтиевой, конечно, не нашли, но вот ее фамилия совпадает с фамилией лидера движения «Біз Башкортлар» Радика Бахтиева. Совпадение или нет? Дуслар Ипташляр, если вы располагаете больше нас информации о Радике Бахтиеве и его родственниках, напишите в комментариях. Мы хотели бы развеять некоторые наши сомнения. Следующий наш герой Хайдаров Ирик Индусович. О нем мы лишь нашли информацию, что в далеком 2011 году он участвовал как самовыдвиженец на выборах депутатов Новоянзигитовского сельсовета Краснокамского района Республики Башкортостан второго созыва. Про Майсару Инай, которая якобы из рода Таз,
Дертюлинского района, мы информацию особо и не нашли. Мы внимательно прослушали интервью с Майсарой Иней. Говорит она, конечно, на чистейшем татарском литературном языке. Ни одного русского слова-паразита не вставляет в свою татарскую речь. Но как только Радик Бахтиев за кадром спрашивает, а на каком языке она разговаривает, бедная бабушка, бедная Майсара Иней, на ломаном русском языке ему отвечает северо-западный диалект башкирского языка. Северо-западный диалект. Алар ишмедуртны теркенде. Такое ощущение, что ответ на вопрос о родном языке в ее татарскую живую разговорную речь вложил сам пропагандист Радик Бахтиев. Ну, не органично для нее произношение такое. Следующий наш герой – это Рустам Алетдинов. Да, он обозначен как житель Нефтекамска, но в интервью Бахтиеву он признается, что родом из Балтачевского района. Мы решили загуглить его имя и фамилию. В общем, в Нефтекамске мы нашли двух Рустамов Алетдиновых. Первый – это Рустам Фларидович Алетдинов. И он входит в число учредителей церкви христиан-адвентистов седьмого дня в Нефтекамске. А второй – это Рустам Гаязович Алетдинов. Это простой индивидуальный предприниматель в городе. Мы, конечно, не можем уверенно утверждать, кто именно из этих двух Рустамов Алетдиновых северо-западный башкир. Но согласитесь, что если речь идет о Рустаме Фларидовиче Алетдинове, то получается очень смешная ситуация, когда, значит, сектантствующий миссионер повстречал башкирского этномиссионера. Тогда тут, наверное, говорить надо о законе, о притяжении подобного к подобному. Идем дальше. Следующий наш персонаж – это Анвар Сабанаков, представитель рода Гора из Таташлинского района. Он, оказывается, тоже депутат Верхнетаташлинского совета. Занимает он в районе очень хлебную должность, является заместителем начальника Таташлинской районной ветеринарной станции. К какой партии относится Анвар Сабанаков? Ну, а к какой партии может вообще относиться видный районный начальник и почти главный ветеринар Таташлинского района? Конечно, к Единой России Башкортостана. С Муниром Нурисламовым все понятно. Да, он из Мишкинского района, но по месту работы он начальник отдела культуры администрации Мишкинского района. Тут уж извините, но вся министерская работа по культуре в Башкортостане на сегодня идеологизирована и заточена под башкиризацию всего и вся. Единственное, наверное, что остается Муниру Нурисламову сделать, чтобы показать свою самостоятельность в публичном этническом самоопределении, это, подмигнуть, что ли. Мы бы все поняли. Про Зульбайда Иней мы никакой информации не нашли, но мы просмотрели интервью с ней, и вы знаете, у нас к ней нет никаких вопросов. Себя башкиркой во время интервью она не назвала, свой родной язык северо-западным диалектом башкирского языка она не назвала, о четкой разнице между своим татарским языком и башкирским языком она заявила. Ни о каком диктанте на северо-западном диалекте башкирского языка она не знала и в нем не участвовала. Но, видимо, из вежливости к своему гостю Радику Бахтиеву сказала, что была бы не против поучаствовать в этом диктанте. Ильгиз Харисов тут разделяет судьбу Мунира Нурисламова. Ильгиз Харисов такой же чиновник администрации Бураевского района, отвечает за управление культурой и молодежи. То есть, опять же, возглавляет структуры районной администрации, которая накачана идеологией башкиризации. Ему, наверное, тоже остается только подмигивать. Скорее всего, он человек подневольный. Адис Кавиевич Мухаммедгариев уже будет из Нефтекамска. Весьма активный, между прочим, горожанин. Является и предпринимателем. Он также возглавляет Центр развития и поддержки спорта «Патриот». Правда, в начале 2020 года налоговики почему-то приостановили все операции по счетам общественной его организации. Причин мы не знаем. Нефтекамскому северо-западному Мухаммедгариеву быть башкиром мешать не будем. О Рифате Ибрагимовиче Назаршине известно, что он из деревни Шамрат Караидельского района. У себя в деревне он председатель Совета ветеранов.
Также он один из учредителей Шамратовской мусульманской организации у себя. Ну а так вообще он, конечно, любитель разных трибалистских тусовок башкирских этномиссионеров. Андира Ганиева непростой человек. Она директор Музея истории и краеведения Аскинского района. Так что человек она ответственный, руководитель, зарплату получает из бюджета Башкортостана. Активно задействована в пропаганде северо-западного башкирства в некоторых СМИ и даже названа как реконструктор фольклора северо-западных башкир. Ну а мы задаемся вопросом, могут ли сегодня татары быть руководителями и директорами районных музеев и заниматься популяризацией татарской культуры, фольклора и татарского языка. Муллахан Мулахметов, пенсионер из Таташлинского района. В свою бытность он был директором сельского дома культуры. Проработал на этой должности он с 1980 по 2010 год. Он был одним из самых первых проводников политики мягкой башкиризации в Таташлинском районе. В 1994 году стал проводить Шажайра Байрамы. Фидаил Сафин рассказывает о башкирских племенах и родах Карайыдельского района. При этом сам он родом из Дуванского района, а это восточный район Башкортостана. Из его биографии известно, что он закончил исторический факультет Башкирского государственного университета. В интервью Радику Бахтиеву со стороны Фидаила Сафина есть выпад в сторону татар. В частности, он провозглашает некое возвышенное качество, состояние башкир по отношению к татарам. Мол, татары только и умеют что торговаться, в то время как для башкир это чуждо. Bizde öz yerinde yer bizde en birinci neler tuğanlar neler anda oksa ne baylık kabik nitip barmıyorlar degen. Birilip barmıyorlar şunday. Yani mana ne eder tatar degen nitiler biten. Ular hatosuz kalır. Ular da nitip etmeyin. Кем etmeyeyim. Айдар Гафулович Гиндулин, председатель Новобердяжского сельсовета Карайыдельского района. Человек системы, зависимый, местный начальник. К какой партии относится? Да все к той же, к Единой России. Мы, к сожалению, ничего не смогли найти на Равиду Галимову, которая из деревни Кашкина Аскинского района. В интернете она фигурирует лишь как краевед, но в интервью Радику Бахтиеву она, будучи краеведом из деревни Аскинского района, зачитывает прям-таки слезка наполеоновские планы по возвращению башкирской лона менделинских башкир. Так ли уж для нее важно вернуть мифических этих самых менделинских башкир, что у нее в районе других проблем нет? Рафаил Заянович Яхин – это, конечно, знаковая фигура. Он профессиональный башкир. Получает зарплату только за то, что башкир. Он работает председателем исполкома районного Курултая башкир. Участвует во многих Курултаях и съездах. Тут наши, конечно, комментарии излишние. Ну а Насибулла Хуснуллин, о нем мы вам уже рассказывали в одном из наших предыдущих видео. В начале 2021 года у нас выходил материал о Таташлинском районе. Мы встречались с потомком рода Кейковых, с потомком поэта Галичикры Тамасом Нигмадяновым. Он как раз и раскрыл интересы своего родственника, почему тот решил переписаться в башкиры. Второй там выступал Насибулла Хуснуллин. Bizning ota-babamız tili bilen söyleşemiz. Elbette gereken şunu ettiğinde o. Biz anlaşaklı başkaça söyleşken bizde 100 yıl ilk kuşkan biz ikinçilik eteyim. Alay değil. Он тоже есть из рода Киикова. Он тоже мой родственник. А он реально глава рода Табын? Он же там называет себя Нет, как... там создали это для того, чтобы сказать, был можно было проводить свою линию, политику, там, ассимиляции, там, или чего-то, там, и так далее, да, башкиризации. Вот. Выбрали очень знаменитого человека, он международный мастер спорта по легкой атлетике,
Шаймиев, когда он жил в Челнах, набережных Челнах, и окончил здесь политехнический институт на Челнах, вот, он выступал за Татарстан, за сборную Татарстана и приносил большие такие рекорды. Ну, он директор этого физкультурно-оздоровительного комплекса «Спорт-планета». В общем, Дуслар Ипташляр, вы видите, северо-западные башкиры — это в основном единороссы и интеллигентствующие бюджетники, а также профессиональные башкиры, которые работают во Всемирном Курултае башкир. Близки ли они к простым жителям районов северо-запада Башкирии? Хороший вопрос.